Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами Петр Цыпандин. Мы находимся в ресторане Lazy King. Семен Тарбахов, как обычно, Семен, приветствую. И к нам сегодня в гости пришла заместитель начальника отдела по вопросам трудовой миграции, управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия Лилия Борисова. Лилия, здравствуйте. Здравствуйте. Да, познакомьтесь с Семеном. Спасибо, что приняли наше приглашение прийти к нам на передачу. Я смотрю, много чего-то принесли вкусненького. Что же это будет? Чем вы нас будете сегодня угощать? Так, значит, у нас будет язык, запеченный в сметанно-чесночном соусе. Плюс будет салат из языка. И будет у нас закуска, это рулет из Северного Гольца, который прибыл к нам прямо на стол с Санабарского района. Я знаю, что вы оттуда, и, собственно, прямо вот передачи тогда, получается, отправили, да? Да. Крутота вообще какая. Да, я смотрю, это такой голец, да? Голец северный, да. Да. Я так думаю, что это не стоит спрашивать, почему такая история этого блюда и все прочее. Все оттуда, все свежее. Да. Да. Ну, кроме языка. Ну, кроме языка, да. Да. А язык? Говяжий. Скорее всего, говяжий, да? Да. Смотря по размеру. Да, конечно. И будет салатик такой из него, да? Салатик и на гриле. Выбор пал, наверное, потому что это одно из ваших любимых блюд, Да. или вы готовите, или как? Да, Ага. обязательно. Получается, когда у нас на праздники коронное блюдо, скажем так, которое прямо в лед уходит, это у Заходит, меня. да. Да, это у меня язык обязательно и, и лаваш. Ну, и быстро готовится. Главное, вот язык надо варить заранее, да, отварить. Часа 4, чтобы Долго, оно долго, прямо да? во рту таяло. Вы любите, чтобы вообще вот так, практически как бы так Да. варилось, да? Ну да, это тоже, да, имеет место быть. Ну хорошо, давайте потихоньку, наверное, Приступать? Да. да, приступать. Приступим, наверное, сначала с закуски, потому что оно должно у нас впитаться, да. Ага. Ну, наверное, надо нам рыбу разделать. Да. Мы можем попросить Семена Да. этим заняться, а вы уже сопутствующими вещами, да. Ну и начнем прямо с Санабарского улуса. Вы Как вы родом. ее разделываете? Разделываю я, получается, получается, Отделяете убираю, кости? да, отделяю кости. Кожицу? И кожицу тоже убираю. Все, только мне нужна мякоть. Филировать. Да, филировать, скажем так. Так, и, попрошу вас, наверное... Ха-ха, так. Лук, да? Да, лук. Ну, лук я могу, но вместе поплачем, скажем так. Да, Ой. Вот так чуть-чуть подвину. Да, давайте начнем, скажем так, с Санабарского. Вы родом оттуда. Да. Учились в школе, Да, со Скалахи, да. наверное, да? Я там был, прекрасные места, тундра. Белые ночи. Да, бескрайние Полярные дни. полярные дни, северное сияние, свежайшая рыба и свежайшее мясо всегда. Оленина. Оленина, да. Что мне надо с луком Да, делать? прекрасное место, я сам там тоже бывал. Можно идти. Вот так, да? Да. Тонко. Тонко совсем. Вот так, да? Это мы подготовим на салат. Так, я в Анабарском районе родилась, выросла, школу закончила, но сознательная вся моя жизнь прошла в Анабарском районе. Так. Школу закончила и, конечно, приехала в город Якутск поступать. Поступать. Да. Так, и что вы выбрали? Так как я танцевала всю с маленького возраста, с садика прям, и я, конечно, выбрала колледж культуры и искусства, Так, танцевальное. отделение танцы. Танцевальное творчество. Так, Да. интересненько. Ага. Это я, получается, в 99-м году И вот поэтому поступила. была такая стройная. Спасибо. Из-за танцев. Да. Ну да, сразу Наверное. видно осанка, все прямо, спина прямая. Так. Поступила в 99-м году и параллельно занималась в ансамбле «Гулун». Так как я сама... Ну, это же вообще известный ансамбль, Да. северные танцы, Да. которые, по-моему, вы, полмира, наверное, объездили. Да. Ездили же, да, Ездили, везде? да. Ага. Так как я сама по национальности долганка, северный народ малочисленный, Так. и там же, получается, ансамбль, он как бы из малочисленных северных народов состоит. Руководитель Любовь Алексеевна Никитина. Мы, получается, с 99-го года и, получается, объездили, например, Франция, Германия, ездили на гастроли. Да.
И были еще мы в И Японии. лауреатами становились, Конечно, да, да. много раз, да. И были мы в Ведь Японии это- 1,5 месяца. Ну, вообще круто Да. там. 1,5 месяца вот в Японии, в Токио жили и проездили там, ну, получается, в Японии, в 20, если я не ошибаюсь, в 27 городах были. Летали, Ага. да. Летали прямо вот, сели в самолет из Токио и Ну, приземлились через 5 минут, скажем так. Практически звезды. Ну да. Как везде вас там, да? Вот так. Встречали везде, Да, да. да, 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 да. Голова кружилась? Нет, Нет, да? голова не кружилась. Да, ну как, в смысле, звездная болезнь, все такое. Нет, звездной Обычно болезни же, не было. обычно же так. Так, ладно, ага, рассказывайте. И Так, потом, получается, мы, ну, я закончила колледж культуры, поехала в Анабарский район свой, уже дипломированным специалистом. хореографом, наверное. Хореографом. Так. То есть вы могли уже работником ставить культуры. танцы, уже все знали. Так. Да, Ага. да. Но ставить танцы, это кажется как будто легко, да? А там надо... Я тоже так думал. Да, надо вот фантазию огромную иметь, ставить танцы, придумывать костюмы, искать музыку, вот это вот. Ну И- да, собрать, Да, скажем собрать. так, да. Единомышленников, людей же надо собрать, Да. которые то, что вы придумали, воплотить еще. Да, и там Потому что если получ- плохо танцует, в случае как я, да, то получится какая-то, скажем, ну, это далеко надо до племени. разрезать на эти долечки. Ага. Как разрезать? Ну, такие, да. Можно беру. Так, получается, потом я, ну, как бы стала руководителем ансамбля «Хайро», где же сама и танцевала. Это у меня учительница Мария Анисимовна Попова, отличник культуры по республике Саха-Якутия. Вот она, вот, Давайте помогу. ага. И вот, ну, я начала ставить там танцы, у меня вот детишки все, получается, у меня танцевали. Есть этот конкурс «Полярная звезда»? Да, да. Да, да. есть. Вот, и потом, и получается, мы вот участвовали в «Полярной звезде», стали лауреатами. Мгм. Хейро ансамбль. Хайро ансамбль, да, это долганский Ну ансамбль. так получается, все-таки умели ставить танцы. Да, конечно, умела. Не зря Ну, училась, просто начали наверное. говорить, что это так сложно, ставить Ну, да, танцы, ну, это фантазия нужна. да. Ну, получается, подставили, воплотили и стали лауреатами. Это же, значит, Да, как бы талант ну, был. конечно, участвовали Есть. на республиканских мероприятиях, конечно, улусные тоже. А я были. думал, что вы сейчас начнете рассказывать, так сложно ставить танцы, мне так не удалось ни одного танца поставить. Не, мы ставили Так, танцы. значит, и в колледже культуры хорошо учат, и вы хорошо учились. Да, там преподаватели. Подытаживая, можно да. сделать вывод логический. Так. Вот, и потом я резко на 180 градусов, ну, поменяла свою судьбу, скажем так, да? Так. А так как у меня отец пенсионер... Грянул гром, скажем так. Ну, Нет? не грянул гром, так как у меня отец пенсионер МВД, Так. и И он, наверное, все время говорил, ну, какие танцы, танцульки, нет, давайте. вот, давай-ка ты. ни разу он меня не упрекал. Ну. Ага, просто... Но все время подбрасывал книжки про подвиги милиционеров, нет, да? Нет. И получается, потом я в 2006 году поступила в миграционную службу, тогда еще было у нас, помните, вот паспортный стол, да? Ну, да, да. Где вот паспорта, ну, скажем так, Получать. получали. Ну, Все, паспортный стол, так до сих называл. пор все вот в народе говорят паспортный стол. Мы сейчас миграционная служба, но все равно говорят паспортный стол. Да, Паспортный, да. да. А, иди в паспортный. Да, Ну, вот так, ага. паспортный стол. Ну, я как поступила туда в государственную гражданскую службу с старшим специалистом. Вот, под руководством начальника, майора внутренней службы Соколовой Жанны Григорьевны. Вот, и я начинала, получается, в Анабарском районе в 2006 году уже, сколько, 18 лет, получается, да, я сейчас в миграционной службе работаю, с 2006 Ну, наверное, года. вам лучше знать. Да. Ну, вы можете сказать, с какого года, я могу быстро посчитать. Вот, и все, и там и началась уже моя, скажем так, Нынешнее то, что вы сейчас. да. Так, можно мне, Лист салата вам нужен? да, листья салата. И, наверное, нам надо еще огурцы. Нет, давайте так. Это будет что-то типа такой закрутки, да? Да, закрутки, это очень, получается, вкусно, Ну, да. сытно и, скажем так, полезно. Чуть-чуть ПП, наверное, да? Сейчас. Кстати, мода вот же насчет ПП, вы тоже упомянули это слово. Я думал, мы
какой-то передаче обойдемся без этого слова. А, Но да? раз уж мы упомянули, ну, действительно, да, в последнее время же у всех, скажем так, застряло в зубах ПП. Как вы к ПП? Или вообще, вы как еду выбираете или Нет. едите все подряд? Я ем все подряд. Я Так. люблю очень мясо и рыбу. Ну, много двигаетесь, получается. Или обмен веществ очень хороший. Или танцы продолжаете танцевать. Ну, я имею в Но, виду, к что... сожалению, я уже вообще давно уже не танцую. Ага, ну, дома. в Ну, душе. дома, конечно, могу Но потанцевать, а так нет. Так, раскладываем рыбу. Ага. Так, чтобы оно... Ну, это получается, скажем так, как суши. Да? Ну, можно и так. Я сейчас расскажу такой случай, как, помните, вот только в 2001 году, когда мы были в Токио, в Китае, в Японии, там мы впервые попробовали суши. Здесь еще тогда не было. Между прочим, это редкость у них. Я тоже Редкость, думал, был да? в Японии и думал, что Япония это только везде, куда ни плюнь, везде суши. Ну, не такие ни разу суши, не как так. у нас, Да, 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 например. ни разу но не так, да, по-другому. впервые Ага. Итак? попробовали суши мы там тогда. Так. И только потом здесь начали открываться вот Рестораны первые. рестораны, да, Ага. первые. Вот, и Фудзияма, по-моему, был первым рестораном, где начали суши делать. Фудзияма В это... Кондрагмете. Да, Да, там, да. Вот, и тогда, получается, я уже домой приехала, ну, после, получается, учебы, да, и вот эта красная рыба реально вот для суши. Да. Мгм. Ну. А это вы же, то, что нанесли, это творожный сыр. Творожный сыр, да, Творожный обычный сыр, да. творожный сыр. Так, можно еще тут добавить немножко, Вот так, да, сделать? да, ну, Ага. чтобы, Типа как бы вместо Филадельфии получается. да, Вы наносите и продолжаете рассказывать. да, ну, Начали деятельность свою. да. Там, ну, получается, госгражданской службы, начала деятельность, работала. Ну, так как я сама, получается, все равно в культуре, ну, миграционная служба – это работа с людьми. Да, Но с людьми. это как бы паспортный стол раньше Да, был, а да. сейчас миграционная служба, ну, Ну, все равно, вот, паспорта, судя по названию, это все равно, ну, прописка. как бы связано с миграцией. Да. А миграция – это перемещение людей из других стран, из союзных нам республик, Да. получается, из бывших союзных республик, Да. которые, да. И тут получается, так как все равно я в культуре работала, и, соответственно, я с людьми работала. И такого, чтобы... Такого, что 180 вы не почувствовали, получается, Да. вы хотите это сказать? Да. вот такое. Ну и все равно вот, когда ты разговариваешь с людьми, это все равно как-то по-другому, да? Там получается праздники, а тут уже, ну, у кого-то даже это жизнь зависит, скажем, там, Ну, да. быстро получить загранпаспорт, полететь куда-нибудь, там, например, отдохнуть и так далее, да? Но не жизнь, а так Ну да, отдых. многие моменты, которые ну, тесно переплетаются, что мы вообще, да. Вот это, Немножко тут. что-то я мне норовлю вам помочь. Так, ладно. Так. Вот так завернули. Ой, Ой, треснула. треснуло, ничего страшного. Как мы говорим, болаче. Молодцы, да. Так. Вот, и, ну и получается, я в 2010 году становлюсь начальником миграционного пункта в Анабарском районе. Повышение, И, карьера да, идет да, в гору. Вот я тогда вот, ну, как бы погоны уже были у меня. Надели. Надела погоны, это получается стала Вы стали сотрудником. сотрудником Так. внутренней службы. Так, да? Ага. Получается, стала лейтенантом внутренней службы управления Федеральной миграционной службы, миграционного пункта в Анабарском районе. Вот. Так, это у нас пусть немножко пропитается. Полежит, да? Да. Так вот, Ну, пусть там лежит прямо. пусть там лежит. Да. Так, сейчас нам надо язык. Мгм. Язык мы... Так, это нам уже не надо, да? Да, ну пусть Язык, Такой хороший язык. Так, это у нас будет... соус. здесь у меня будет соус. Да, ну, не про это спрашиваю. Да. Соус получается, ну, обычная сметана, чеснок, перец. И зелень. И зелень. И зелень покрошить, Да, да? да, Хорошо. покрошить зелень. Вы Да, хотите такой- покрошить зелень? Ну, если... А то что-то вы стоите без дела. Не, я ничего, я тут как раз себе так и делаю. Стою Да? без дела и вопросы задаю. Наводящие. Так, ну я так думаю, вот так мелко, да? Да, мелко. Вот это все можно сюда сразу добавить. Мелко. Мелко-мелко.
Так, ну, получается, в 2013 году меня переводят в город Якутск, уже в городской отдел. Но, Ну, то есть, опять же, повышение, да? да, инспектор. А Ну, так как либо вы- район, либо город. А так, подождите, а получается, если вы надели погоны, вас уже, скажем так, не спрашивают? Или как? Говорят, Ну, вот все, вы... равно спрашивают. Не, ну все равно спрашивают Да, немножко, да, да. но... Предложили, и вы согласились? Конечно. Да, почему? Ну, могли Ну, же в родном районе оставаться. Ну, у там меня работать. как бы сын, да, он тогда учился в 4 классе, ну, соответственно, хочется, чтобы уже и образование, Ну, поближе и- к центру и да, всё поближе к центру и все. Ну и карьерные, скорее Да, всего, да. моменты тоже Да. немаловажные, скажем так, да? Хорошо. И вы переводите в Якутск. Перевожусь в Якутск, работаю в миграционной службе и ну, в городском отделе инспектором. Вот. И вот начиная с 2014 года я уже чисто занимаюсь иностранными гражданами. Итак, да, перечислите, пожалуйста, объем работ, что вы делаете. Ну, конечно, да, человек условно с другой республики, другой страны хочет в Россию приехать, то есть сразу ваши прерогативы. Да. Да, что вы делаете? Ну, иностранный гражданин, когда заезжает на территорию России, у него есть время определенное. Это у нас по Ну, он странам. может как турист приехать. Ну, Сначала. как турист, да, Ну, приезжает, допустим, как- получил, если визовая страна, получил Да. визу, если безвизовая, как по Да. соглашению СНГ, Да. просто приехал, какое-то время может находиться. А Да. вдруг потом придумал, оказывается, тут классно работать, и... Но не вдруг придумал, а они в основном приезжают к нам работать. Да? Ну вот те граждане, с которыми я занимаюсь, это у меня граждане Таджикистана, Узбекистана, они в основном приезжают к нам работать. И они должны обязательно, чтобы работать, получить разрешительный документ. Разрешительный документ – это у нас патент. Так, Патент так у нас называется, правильно. в Республике Саха-Якутия за месяц авансовый налоговый платеж составляет 12 957 рублей. Это в месяц. Они Это должны, немало вообще. Да, они должны обязательно, чтобы законно находиться, законно И работать. работать, трудиться, да, они должны оплачивать каждый месяц вот такую сумму. Вот. И потом получается, ну, в основном у нас сезон это начинается с февраля месяца. Февраль и до конца, до августа. Февраль, август. это Ну, вот- скажем так, приезжают. учитывая наши климатические Да, условия. да. Ага, ага. Вот они приезжают к нам, в это время у нас начинается сезон, и потом уже с октября они уже начинают уезжать. Обратно к Да. себе. Ну и потом обратно приезжают. И обратно приезжать. Да, ну вот есть граждане, которые по работе я с ними общаюсь, и спрашиваю, с какого времени вы здесь находитесь? Вот некоторые находятся вообще там с десятых годов, например, там, с 2014, вот так. И каждый год они приезжают работать. Каждый год. Как вы думаете, что заставляет их это делать в основном? Ну, зарабатывать. Зарабатывать? Да, Ну, я так конечно. думаю, что да. Ну, то есть Да. жизненный вопрос, то есть они у себя на родине или где-то там. Ну, они же могли, ну, допустим, если взять другие регионы, субъекты нашей необъятной страны, они могли бы условно в Москву, где в Москве больше всего платят. Ну, так считается. Да. Не Но скажу, не знаю, все там. Ну, да. они туда тоже конечно, ездят. Да. туда тоже тоже едут. наверняка ездят, Да. и да, там тоже как бы это вопрос встает иногда такой, скажем так, обывательский, нас, общественный, типа понаехали. Итак, возвращаясь к вашей работе. Да. Что же вы все-таки делаете? Ну, тут, судя по названию, занимаетесь мигрантами. Да. Ну, вот, разрешительные документы. Это у нас получается Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Молдова. Они у нас могут работать только на основании патента. То есть они должны его получать у Обязательно вас. получить эта карточка, которая, там фотография, установочные данные иностранного гражданина, специальность, с кем обязательно он должен работать, и, кем, когда выдано, соответственно. Так, И на какой срок? нет, срока там нету, просто дата выдачи идет, а срок вообще выдается на 1 год. Иностранный гражданин, он сам
получается, когда вот авансовый платеж налоговый оплачивает, соответственно, он сам себе продлевает это. Ну, то есть хочет работать, оплачивает. Да. Не хочет, взял отпуск, не оплачивает. Да, если хоть один день он пропустил оплаты, то этот документ становится недействительным. Ну да. Все, у него получается, если он не оплатил и работает, соответственно, он нарушает миграционное законодательство, Так. что это уже повлекает за собой какую-то Никакой ответственности, ответственность, да. Так, и конечно. что же происходит в этом случае? Ну, Штраф. Штраф обязательно, Так. да. Но если у нас, если даже такое может дойти до выдворения, депортации. Мгм. Ну, то есть, если это неоднократно, скорее всего, Конечно, если он продолжает да. делать, сказать, будь добр, езжай в свою страну. Такие нам здесь не нужны. И получается, у нас сейчас в Республике Саха-Якутия действует указ главы. Так. Так, это на 24 год у нас по 32 акведам. АКВЭД, мы объясним нашим Да, телезрителям, что АКВЭД это это основной классификатор видов экономической деятельности. То есть это виды деятельности, где они могут работать, Да, так? да. Например, ну возьмем вы ИП, у вас ИГРИП. У меня есть. ИП, так, да? Я Ага. ИГРИП, да. У вас в основном стоит незапрещающий аквед. То есть в указе главы есть полностью вот перечень акведов, например, 0,1, там животноводство, растениеводство, да, такое. Если что под 0,1 идет, например, 0,1, 0,1, и подпункты, да, точка подпункты. 26, Да, да, вот точка это 23, все, да, да, все, да, все подпункты. полностью, да, вот так. Если у вас, например, в вашем ИГРИПе стоит основной аквед не запрещающий, но в дополнительных есть запрещающий аквед, там розничная торговля, скажем, да, то вы не можете как работодатель заключать трудовой договор с иностранным гражданином, работающим по патенту. А если, здесь надо еще уточниться то, что многие путаются, да, у нас, например, граждане Кыргызстана, Армении, Белоруссии, Казахстана, они могут у нас пребывать и работать на основании трудового договора. Им разрешительные документы не нужны. А это следует из, видимо, соглашения внутри между странами. Да, это Ну, то есть- Евразес. Ага, Это так. те, которые у нас в Евразесе, они вот Да, так. соглашение, вот. Ага. И они вот, вы как можете их, хоть у вас, например, скажем, ИП кафе, так, вот вы можете нанять уже граждан вот этих стран, которые работают именно по трудовому договору. Да. Но по патенту вы хоть он по специальности у него будет указано грузчик, подсобный рабочий, но вы его, это уже ваша ответственность будет. Вы не можете, там очень большие штрафные санкции, вообще, вплоть до, скажем, до Ну, то есть, приостановления деятельности. мы приходим к тому, что довольно все-таки сложно для них это все делать, но, Да. но буква закона такая обязывает их это все Да. делать. Но в основном они, кто работает у нас по патенту, они у нас на строительстве. Да, вот, Большая именно часть, да, Большая получается? часть, да. Большая часть на строительстве, да. Знаете, есть такой, ну, скажем так, уже, может быть, скользкий, двоякий такой вопрос, да, потому что действительно же есть такая притча во языцах, часто говорят, вот, понаехали, сколько можно и все прочее, да, потому что вопрос миграции довольно такой сложный, допустим, приезжают с каких-то с других стран, что-то там происходит, вот у нас несколько лет назад там Триумф полностью собрали, да, это такой, но это уже веление нашего времени, по всему мире миграция трудовая в том числе, она имеет место быть. Как вы работаете с этим моментом, допустим, вы с общинами и все прочее? Обязательно у нас, как во всей структуре МВД, профилактика. Профилактика, да. Лучше предупредить, Угу. ну, скажем так, надо их заранее предупреждать. У нас есть час мигранта, это с ДК Кулаковского, мы ездим в общины, диаспоры, да, они собирают своих там земляков, скажем так, и, соответственно, мы до них доводим новшества, какие предупреждаем, что есть, как. Ну да, вот в основном, и они вот понимают, знают. Что делать, что не делать, Да. что делать, что не делать, да, потому что, скажем так, тоже есть такое присказка: незнание закона не освобождает от ответственности, да, потому что, да, действительно, многие попадаются на том, что, а я не знал, ну а что делать, да? Ну нет, извините.
Вот, например, сейчас на 25-й год уже издан указ главы республики, тоже как в этом я вернусь. Там у нас получается, если в 24 году не было запрета по физлицам, физическим лицам, да, то сейчас в 25 году иностранный гражданин, получивший патент, он не может работать уже у физлица. То есть с физическим лицом он не может договор составить. Трудовой, да. То есть обязательно должно быть юридическое лицо? Обязательно юридическое лицо, индивидуальный предприниматель. То есть только он имеет право нанимать, заключать некий договор ДПХ, и чтобы это у его нас нанимать будет на работу. уже действовать с 1 января 2025 года. Ну, вообще, я, по-моему, если я не ошибаюсь, перечень вот видов деятельности, он все время сужается, да, или как? Или наоборот? Ну, больше становится. Больше, Да, наоборот, больше да, становится. конечно. А ведете же наверняка статистику, вообще количество как? Количество? Приезжающих, которые к нам хотят работать. Ну да, конечно. Дальше что? Так, сейчас, минуточку, да? Да, конечно, да. Так, сейчас готовим соус. Это у нас получается соевый, Масло? масло. Или сюда? Нет, ну масло сюда. Ну сюда, да? Да, немножко. Ну, это очень классная штука. Вот Вообще. я хочу все это. Ну, у меня все на глаз, как говорится, да? Да, ну, Да, и соевый соус обязательно, Сахар, да? сахар, да, Перец? перец, Чуть-чуть, да? чуть-чуть Уксуса? уксуса столовый, ага. Ну, не живой уксус. ну не живой уксус, Так. 5%, скорее всего. 9. 9%. Да. Так. Но я гашу сахар уксусом. Правильно делаю, да? Да. Да. Ну, можно так, да. Можно сразу. Помощь зала. Так. Так, Погасили. погасили. А лучше закрыть. Добавили. И получается такой заправка. Заправка. Так, заправка. Хватит, да, супа? Насколько мне известно, мигранты могут оформиться через портал. Не только мигранты, это у нас сейчас уже человек, вообще не выходя из дома. Это мы восхваляем госуслуги. Да. Это, кстати, классная придумка. Да, вообще хорошо. Многие взяли Государственный на вооружение, между прочим. Хотя мы говорим, что в Государственный России портал, там Госуслуги, так. госуслуги, да. Там получается у нас, не выходя из дома, Если вдруг вам удалось зарегистрироваться, шутка. я думаю, все Нет, ну потому что зарегистрированы. Очень многие ходили мемы, шутили, что если вам удалось вдруг зарегистрироваться, особенно пожилые люди, да, ну каким-то образом, это шутка, да. Ага, Нет, так. но сейчас, думаю, у каждого гражданина у нас Конечно, да, госуслуги есть это наше госуслуги, все. да. Ну, Да. И получается, Потому что, ну, я к тому, что, почему я сейчас шучу, да, потому что как только некое новшество, говорили, вот, зачем это надо, это так тяжело, как это можно вообще зарегистрировать, моя мама бедная там мучилась, да, но сейчас уже все, слава богу, все работает, все отлично, да, мы, госуслуги, это круто. Так, Так, это нам уже не надо, да? давайте включим, да, давайте включим. на этой неудачной шутке включим. Так, ну, по госпорталу у нас что? По госпорталу у нас получается загранпаспорта, Да всё там, да. прописка, выписка, ага. паспорт поменять по 20-летию, изменение фамилии. Права, да, мне вот права, сегодня всё. пришло то, что я записан к врачу. Штраф. Да, почему штраф-то? Нет, вообще штрафы и тоже тут. И штрафы же, тоже. да. Ну, штрафы вообще не вспоминаем. Нет, потому что я записан к врачу, напоминает госуслуги, что у меня сегодня в 17:00 визит к врачу. Да, Да. это очень хорошая штука. Да. Так, поэтому призываю всех не стоять в очередях, там, да, чтобы обязательно... Не загораживать там везде Да. эти... Просто вот отправили заявку, Запрос, да, нашли нужное, вас то, что- проверили и пригласили уже на прием. Потому что идентификация личности уже не нужна, это все уже видит, что вот Петр Петрович Петров, вот, оказывается, вот чувак есть, идет. И здесь я хочу остановиться по госуслугам тоже. То есть с иностранным гражданином, это я все к иностранным гражданинам. Ну, потому что это ваша иностранным, работа, да, ну, правильно, Если с иностранным гражданином вы, как индивидуальный предприниматель, заключили трудовой договор, в течение 3 рабочих дней вы должны обязательно нам отправить уведомление Что о я том, взял что этого да, товарища. работника, да, в течение 3 рабочих дней. На 4-й день
извините, да, штраф уже, вы Ой. опоздали. Ага. Так, поэтому через госпортал, через Всё индивидуального предпринимателя заходите, направляете к нам, сразу в этот же день к нам оно падает. В основном они через почту это делают, а почта у нас, как бы, скажем, там придет, не придет, это уже. Но И вот круглосуточно. через госпортал и Самое главное сразу- уведомление. уведомление, да. Да. О, так быстро нагревается? Да, очень быстро нагревается. Так, Да, добавляете масло все-таки? а? Масло добавляете? Ну, я немножко добавляю, все равно вот эту штуку я делаю. Язык можно, если что, без масла жарить. Он сам по себе очень жирный продукт. А, да? Да, при нагревании у него выделяется сам его желтый жир. Просто многие, как говорится, О, не шкварчат. знающие, поливают всю сковородку маслом, потом начинают жарить, и вся квартира уже в дыму. А, О, я так и делаю. получается жирный жир, да? Жирный жир. Так. Да. Разделаем Можно и даже закрываем, так да? Да. Можно, нет, можно. Оставить и прямо вот на А ресторане. почему? Нет, давайте закрутим. Закроем? Закроем и передаем как следует. Ну, Это вот характерные вот эти появились. да. Вот, и вот предлагаю, ну не предлагаю, Рекламируйте. не рекламирую, Сообщаете. сообщаю, чтобы Сообщаете. все да, индивидуальные предприниматели, организации отправляли на своих иностранных граждан уведомления через госпортал о заключении либо прекращении трудовых отношений. Вот. Мгм. Ну и, конечно, чтобы все там на загранпаспорта, да, ну, сейчас так и делается. Лилия, у меня такой, знаете, такой вопрос под ковыркой. Сотрудник, ну это должен быть такой, мы знаем всегда и образ из кино, и из жизни, что сотрудник это Давайте строгий проверим. человек в погонах, при исполнении, то есть надо по соответствующе обращаться и все прочее. Какая вы в жизни? Ну, Скажем так, оставаться же все равно нужной женщиной, так? ну, в жизни я такая же, как и на работе, наверное. То есть строгая? Нет. Нет, Ну, да? ну, я не знаю. Ну, я вообще люблю людей, ну, вообще я сама, у меня есть чувство юмора, Ага. да, и вот я обожаю прямо, когда вот разговариваешь, с Когда людьми, да, шутят. Так. шутки понимают. Позитивное. Скажем так, есть, все равно в нашей работе есть человеческий фактор. То есть форс-мажорные обстоятельства все равно есть, да, любые. Например, вот обязательно надо включать, скажем так, вот эту... Злого полицейского. Нет, наоборот. доброго полицейского? Доброго, конечно. Доброго, да, так. доброго. Ага. Вот, и что, ну, конечно, я очень люблю свою работу. Да, и вот я прямо с таким, ну, на работу я хожу, скажем так, с удовольствием. Ты Сама- очень, ну, вы я- счастливый человек. Да, я- как я говорил Юрий думаю- Никулин, если вы утром идете с радостью на работу, а вечером с радостью домой, Я да, думаю, я помогаю людям. то есть решать их проблемы, Да. их насущные какие-то Хорошим такие, людям, да. да, момент, хорошим людям. Да. А Которые законы не нарушают. Давайте Так. уже, может, начнем. немножко с оговоркой. У нас язык уже готов. О, смотрите как. О, Режем, Вот как, так, как да? роллы. ага, это у нас, получается, роллы достаточно пропитались. Да. Сюда, наверное, да, положим? Нет, вот еще тарелка есть. Это у меня всегда. Так. Отдыхаю я, да, но времени, конечно, мало очень. То есть выходные дни обязательно, когда, если ну, выходной, я стараюсь быть дома. Вообще не выходить на улицу. Вообще. Вообще. Вот. Заранее закупиться продуктами? Да. Или с утра, доставкой? с утра до вечера, вот дома. Вот домашняя работа, она вот, ну, скажем так, уже все. Вот выходные я люблю очень заниматься дома, домашние хлопоты, готовить еду, я обожаю. Да, вот, а я обожаю вообще вот готовить, экспериментировать, скажем так. Ну, как и творческий человек. Да, уже. ну и с семьей. Вот, а тем Нормально, временем да? у нас язык уже, да. Вот совсем мало, тут быстро можно приготовить. Да. Так.
Раз-раз, и в дамке мы гриль наш выключаем. И салат. Это можно уже закрыть, я так полагаю. Да, вот это можно. А салат оттуда, да, будет? Ага. Вот иногда можно вот сюда добавить, ну, такая имитированная, скажем так, И курочку. и корочку, да. Ну, так, для кому как. Лили, я знаю, что вы недавно же отметили праздник профессиональный. Ага. По-моему, уже больше 300 лет. 305 лет 305 лет аж. до миграционной службы Да. российской полиции. Ага. Ну, Это, немалый срок. В 1719 году Ага, Петр уже тогда I, уже да, поняли, что, издал, оказывается, вот такие история идет. дал распоряжение, скажем, сотрудникам полиции, чтобы они контролировали и надзирали над гражданами, иностранными гражданами. Татаро-монгол. Шутка. Ну тогда кто был? Кто тогда, чьи были набеги тогда, 300 лет назад? Историю кто знает, друзья? Соус Давайте по соседству. по соседству. Ну вот так покажем, дать на- что у нас вот так получилось. Вооружаемся вилками, ложками. А у нас есть? Так, спасибо. Ну что ж, друзья, подходит кульминация. Да. Давайте попробуем, что у нас получилось. Какой нежный язык. Да, действительно, 4 часа готовили. Прямо тает во рту. Да? Тает во рту, да, вообще. Еще и с поджаркой. Прелесть просто. Лили, огромное вам спасибо. Я обязательно сейчас попробую Да, обязательно Да, попробуйте. надо попробовать. ролл. И да, я знаю, что вот передача наша снимается и выйдет ровно накануне еще одного вашего профессионального праздника, Дня сотрудника внутренних дел. Поэтому, пожалуйста, на эту камеру пожелания вообще для телезрителей и для ваших коллег. Так, дорогие коллеги, уважаемые ветераны, поздравляю вас с праздником, с Днем сотрудника внутренних дел. Желаю вам, главное, крепкого здоровья, чтобы счастья, там, дружбы, успехов в работе, и чтобы всегда у вас был тыл за спиной. Но это у нас наша семья, жены, мужья, дети и родители. И также хочу поздравить от имени руководства Управления по вопросам миграции по Республике Саха-Якутия, коллег и, конечно же, ветеранов. 305 лет – это тоже такая цифра. Работаем дальше, скажем так. Да. А я еще раз скажу, что у нас сегодня была в гостях заместитель начальника отдела по вопросам трудовой миграции, Управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия Лилия Борисова. Лилия, еще раз огромное вам спасибо за вкусняшки, просто прелесть, Очень рыба, хорошо, язык, спасибо. вообще Все суперска. быстро, аккуратно. Да. Семен Тарбахов, я Петр Цепанин. Друзья, мы на этом с вами прощаемся. Будьте здоровы и ешьте как мы. Всегда просто вкусно. Будьте здоровы, друзья.